стадион. Здесь еще Пионерская площадь, будущая Первомайская, это наша Ухта. Ну, вот такая была. Бараки и лес. Дом Советов. Вот шикарное здание, единственное было. Но нет, не единственное. Театр, вот. Столовый ресторанов там. Бурная техника. Ой, будущие улицы. Фонтан. Дом. Освещение. Классно. Партнеры. Нет проблем в создании лаборатории, аудитории, покупке какого-то оборудования. Ну, что называется, мы без отрыва от земли, так скажем. Рядом с нами предприятия, и в большинстве случаев управление информационных технологий, где ребята уже с первого курса погружаются в специальные предметы. С первого курса они занимаются так называемой проектной деятельностью. Проектная деятельность у нас на нашем факультете развивается, будем так говорить, достаточно активно. Где? Здесь был? Вот Вова помнит и я. Такой же был кабинет? Другой? Красная кнопка. Пускай ракет. Ракет? Идут на первый, но мы их сразу переводим на индивидуальный план. Мы перезачитываем часть дисциплин и практически это может быть там 2-3 предмета остается, и по одному потом еще где-то перезачитывают. Плюс, ну, иногда бывает со второго курса, даже многие у нас ребята работают. О, даже набережная уже. Ничего себе. Должны обладать, да, ну и практически применение приборов контроля за состоянием окружающей среды или для измерения вредных и опасных производственных факторов, которые подстерегают работников на производстве, например, пирометры для измерения голос говорящего, измеряем различные параметры, в том числе освещенности при помощи нашего люксметра, знакомим с процедурами специальной оценки условий труда на рабочих местах, которые проводятся в организациях. На работе у вас пирометр такой? Это что он измеряет? Ну, температура. А это? Это Да. это О! голос. Видишь, повышается. Да. Скажи что-нибудь. Я в УГТУ. Не, ну погромче. Я в УГТУ. О, видишь, как видишь. А это свет. Так, все уже куда-то Все дети сбежали. Так нет, даже не получается. Слушай, как я хомячков это. Так, куда? Промышленная безопасность. Натуральной величине, исполнения, и потом уже проверяет работоспособность за счет нагревания извещателя температурного либо дымового. Изучают вопросы электробезопасности, монтируют схемы зануления заземления. Прям тут же, согласно выбранному варианту приборы газового контроля, изучают реанимационные мероприятия на тренажере Максим-2, непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, ну и другие вопросы, касающиеся безопасности в чрезвычайных ситуациях, промышленной безопасности. О, господи. На производстве, чтобы уже наши выпускники были готовы и умели пользоваться, придя на производство. Пойдемте тогда к архитекторам. По техносферной безопасности есть вопросы?
А? Чем мы, 90-е. Ну да, белоснежные стены. Ой, какая красота. Какие красивые переходы, обалдеть. Ой, какая красота. Третий этаж. О, стеклянные двери, какие полы. Обалдеть. Как у вас красиво стало. Вообще. Ой, архитектура. О, вообще. Хоть второй раз иди учись. Вот самый прослышный студент. Все хотел, все поступили. Ну, потому что, я знаю, у меня знакомые в Питер уехал, свои проекты, чтобы проекты давали хорошие. Ой, ну это сразу видно коми. Коми. Интересно, чем я кофе? Это кофе дает? Кофе, по-моему, да? Да, не Да, знаю. три в одном. Мне кажется, краска. Почему кофе-то? Слушай, это из-под это, знаешь, эти роллы. Ты еще скажи, что это соевый соус. Круассанчик. Ну сейчас мы сколько... Кстати, да, соевый соус. А, да, смотри, похож. Тоже красиво, красиво. Ну, почему ты кофе-то решил? А скажите, пожалуйста, коричневая, это что, краска вот эта? Это кофе, О, а вот эти картины сделаны нефтью. где нефтью? Вот эта картина, это нефть, это тоже нефть. То есть мы сейчас пробуем новый материал, это как раз кофе и нефть. Кофе. Ничего себе. Там стоит бутылочка, это нефть. Сейчас Это как-то нефть. очень востребовано. Ну, там она не Вот вонючая. это тоже нефть. Там какая-то особая. Особая. Не ярикская. Это тоже нефть, да? Более такие. А, вот это кофейная. Коричневые. А вот это нефть. Вот та тоже нефть, он там стоит. Вот это У нас нефть. Нефть очень долго сохнет, поэтому тут лучше Я тоже делаешь. Северное исполнение. Нефтяные картины. Единственное, который на заводской 6, вот я уже лет 20, наверное, стоят, как делано. И вот он там стоит. Сейчас смотрю, как космонавтов тоже. ГТЗ. А это знаешь что? Скажите, тоже надо делать. Пенопласт. Да, еще и на набережной не сделали, ни тренажера, ничего не Что нет? Это самые простейшие инструменты. У нас же есть же дом там нарисован. Это корпус Б вообще-то. Корпус Б? Вот смотрите, О, из 90-х годов. вот это мы. Это наш. Я просто смотрел это же самое. Сейчас Пушкина 2, по-моему, да? Там такой. Мне кажется, мы не туда Не, вышли. надо назад. Надо возвращаться. Зато мы посмотрели, Да. Как раз военная кафедра, ремонт. Нам же сказали. Подожди, или туда нам надо? Нет? половина было за скакану. Я хожу, не напарник, через 2 часа. Подожди. Ну ты где? А, Я говорю, я заблудился. просто белоснежные стены. Мне вот когда я учился, мне L корпус больше нравится, чем А.
Ну, мне тут, да, он, правда, нас потребует. Пошли нафиг. Потом вот тот самый. Это где детский парк? Здесь? Да, да, да. Е-корпус называется. Ну. У нас там экономика была. Ой, Вот, потом зеркала этот самый даже. отдали. Ой. Мира. Мы идем по лабиринтам. На Мира, да. Начали и туда вышли на военную кафедру. Потом уже спросили, как нам идти. Еще раньше болтали, а сейчас и тем более. Ой, красота, конечно, кругом. Красно-белый. Ой, какая красота. Ух. Кофейня, да. Слушай, а раньше же были эти пирожки продавали. Теперь нет. Теперь все в пачках. Чебурек. Да, также вот какой-то такой. Да, буфетики. Скинь продукт, но запах остался. О, Да и то периодически попасть. Лукойл. Тут уже все красное. Я смотрю эти самые на Первомайской площади эти самые фигуры. И вот Ой, он потом разобьется, он какое-то время назад там что-то было, а сейчас смотрю, что первый, второй этаж. Что это такие? Выходим? Пойдемте дальше. Я понимаю, что вас немножко устали. Ваша задача быстро-быстро банальных раствор. То есть, для чего мы бурим скважину, по сути? Для того, чтобы создать долговременный канал между продуктивным пластом и поверхностью, в котором, собственно, пойдет нефть, газ, да? Расклад какой? Да? Марианская впадина, да, порядка 11 километров, о точной цифре все еще спорят. Так вот, давление, вот этот агрегат моделирует давление как раз на той глубине. При желании, конечно. Свыше 1000 атмосфер. Ну, то есть рабочие у них 1000 атмосфер, прессуем на 1100, запас прочности дает... Ну, вот... задается на прочность. Да, вот такой вот образец закладывается и давится. А если хотите узнать, как на изгиб, то вот на этом древний, отечественный, надежный. Еще до моего рождения выпущен, до сих пор работает. Линский. Немцы, скорее всего, тащили, потому что первое назначение этого здания НКВД. Да, и один из подвалов до сих пор в законсервированном состоянии. Так что если... То есть там могут быть скелеты в шкафу? Не знаю, что там может быть, но я регулярно студентов предупреждаю, что если они будут плохо учиться, то я им устрою экскурсию заодно с показанием. Так. Вот. ну это где-то на море, да, стоит? Это стандартная сейчас установка. А, да? Да. Вы когда-нибудь в детстве фантастику читали? Наверное, да. Вот. Фантастику читали? Замечательно. Видели, как там кабины звездолетов рисуют? Видели? Нет. Нет? Звездные войны из этого фильма. Ну, скажем так, хотя бы его. Помните? Ну да. Ну, Ну вот сейчас бурильщик сидит в кабине, которая оснащена намного круче. Я не шучу. Я весьма удивился, когда вот эти установки пошли. Так. Самара, ничего себе. Скажем так, более продвинутая. Это если кто-то хочет потом идти в науку, он здесь... Да, это больше исследовательское, вы правы. То есть, вот здесь вот агрегат, который позволяет смотреть, что происходит с жидкостью под большими давлениями, как она течет и как она протекает через преграды. Вот это вот. Ну что, автомобилисты есть? Конечно. Да, Есть, да? всех. Вот насколько хорошее масло вы сюда вы в свою машину заливаете, можно проверить вот на этом. Как называется? Прибор. Прибор трения, коэффициент трения металл определяет. Вязкость там тоже, да? Нет, это чисто... Нет, это не вязкость. Именно на трение. Насколько снижается трение. Машина трения. металла, да? Да.
Машина трения, так называемая. Вот там вот стоит, видите, в углу с компьютером присоединенным, да? Вот там вот можно определить, как глина у вас увлажняется, как она расширяется и так дальше. То есть в этой лаборатории на самом деле можно сделать очень многое. Это Что-то очень много рычажков этих, очень много. которых крутить надо. Которые крутить надо, все крутятся, кстати. Итак, господа, вы, наверное, все знаете, что нефть, газ находится у нас на глубине под большим давлением. И когда они вылетают, начинается фонтан. Да. Сотни метров иногда высотой. Ну, скажем так, я такие глушил страшно. Так вот, а чтобы этих фонтанов не было, чтобы их не допустить в случае нестандартной ситуации. Вот, вот такой оборудование. Здесь макет полноразмерный, очень удобный, питерское производство. Позволяет, ну, если Я думала, это награды стоят. Или это что? Буровые эти макеты. Бурение это. Вот это Награды. долото типа PVC, или как его еще называют, алмазные. Это шарочечные долота. Это метчик, ловильный инструмент. Это секция турбобура. Ну, что есть. Я думала, награды там. Все блестит, золотое. Но это вот первоначальный вид их, да? Первоначальный их вид. Ну, цвет такой. Ой, нет. Нет? Их с завода привозят, слава богу, покрашенными. Это у них конечный вид будет такой. После того, как они отработают свои ресурсы. Шарик получится. Ну и до такого состояния тоже. Хотя это, сколь я знаю, это оно такое шарочное долото для абразивных пород. А вот это трехшарочное же, ну для мягких пород. Скорее даже для мягких и средних, но не абразивных. Тут это все сразу видно, это стандартно. С нестандартным оборудованием. Из чего не сделано, что за... Сталь. Разные сорта стали, абсолютно разные. То есть вот здесь вот, к примеру, видите, вот зубья. Это твердый сплав, высокопрочный твердый сплав. Сарма, стилит, типа, победит. Скорее поближе к победиту. Это именно вот для абразивных пород. А здесь обычная каленая сталь. Вот. То есть можно везде пройти, не надо поменять оборудование. Объясняю, вот смотрите, вот это возьмет везде. Но иные. Оно моментально глиной залепляется, и вы вот такой прослой глины будете 2 часа пиликать. Это, она возьмет все и быстро. Но если она угодит, скажем, в песчаник, полчаса его нет, он сгорел. То есть под каждое надо свое. Или вот такое вот, да. Вот это вот у нас алмазные вставки, так называемые. Но не думайте, что это алмазы. Это, скорее всего, Славутич или какой-то из его аналогов. То есть обеспечивают подготовку. И мы даже рады, что от интернета он отрезан, студенты на них работают, а не в интернете. Так что... А так... Ну, а чаще всего мы, как ни странно, используем его как кинозал. Потому что здесь удобный большой экран. И мы крутим учебный фильм очень часто. Вот. Оксана, что сюда идем? Вот здесь у нас... Здесь у нас кабинет. А? Именной кабинет. Ой, какой красивый. Да, был сервисным, вернее, тогда еще это был Халибухтон. Нет, здесь у нас, как правило, проходит защита дипломов, конференции всевозможные. Ну, а когда этого всего нет, здесь у нас собрана мудрость разных поколений буровиков. То есть это наша главная библиотека. Ну, вот так вот. Как ни странно, самые лучшие учебники — это старые учебники. Самый лучший учебник, который я видел в жизни. Механиков, универсалов для всей нефтегазовой отрасли. Значит, в принципе, наши выпускники, они вольны выбирать вообще любую стезю. То есть они могут стать работниками бурения, они могут стать работниками проектирования, они могут стать работниками в добыче нефти.
То есть у нас специальность универсальная. Мы даем максимально полный объем знаний обо всем оборудовании, ну, начиная от бурения, заканчивая немножко даже переработкой. То есть это буровое оборудование, значит, добычное оборудование, нефтегазотранспортное оборудование, ну и еще раз немножко, значит, оборудование переработки. Здесь у нас компьютерный класс, значит, мы не просто механиков, которые там умеют ремонтировать, там, обслуживать и так далее, мы еще и учим здесь, да, устойчивый такой запах, значит, смазочных материалов, да, значит, здесь у нас элементы, значит, ну, вот здесь вот насосно-компрессорные трубы, с помощью которых добывают нефть и газ, элементы, значит, станков-качалок, которые, соответственно, являются приводами погружных насосов. Здесь и, вот один макет тоже советский там. Значит, запорная арматура тоже здесь у нас есть. Значит, элементы долот, там на третьем этаже тоже на стеллажах есть. То есть долота это тоже оборудование. То, что вам Михаил Александрович показывал, они буровики, да, то есть они с точки зрения технологии хорошо, значит, представляют, но с точки зрения механики, как там оно внутри, где там подшипники, где там какие сальники, значит, опоры и так далее, это все даем мы. То есть мы рассказываем, что там внутри и как оно работает, почему шарошки вращаются, да, то есть, условно говоря, прям до винтиков мы рассказываем. То есть компрессор, значит, обвязка устья, вот, элементы, значит, всевозможных, значит, уплотняющих, значит, элементов вот сверху, да, резиновые такие штуки. Вот, здесь насосное оборудование. Здесь насосное оборудование, ну там вот два компрессора сразу вот при входе. Значит, здесь вот такой тоже старенький, но, значит, такой хороший, добротный, трехплунжерный советский буровой насос. Вот для него емкости. Ну, не только для него, здесь еще центробежный насос. То есть вот здесь чисто, значит, мы рассказываем про работу насоса. Здесь у нас есть элементы, значит, клапан как раз бурового насоса. Вот такой вот тяжелый, значит, вот элементы, значит, клетчатки различных, значит, колес центробежных погружных насосов разных конфигураций. Все это мы рассказываем и объясняем. Вот так вот это вот выглядит в разрезе. Вот центробежный насос, плунжерный насос. И вот здесь вот стенд сзади вас, он сейчас на обслуживании у нас тоже советский, значит, такой, буквально своими руками собранный аспирантами. Значит, здесь это стенд по выводу на режим погружных центробежных насосов. То есть два насосика там погружных, там заполняется бак водой. Значит, и здесь отрабатывается вывод на режим одного насоса, вывод на режим, значит, второго, то есть параллельная совместная работа. Ну, то есть по манометрам они, значит, смотрят на закрытую задвижечку. Вот тот, который там на полу, это чуть поменьше, значит, и вот с центробежным колесом на конце. То есть он называется консоль. Это тоже консоль. Ну, всем известная улитка. Вот так вот все выглядит внутри. То есть мы рассказываем до винтика, как оно устроено, как оно работает, и если что-то сломалось, как это ремонтировать. То есть тут такая чисто прикладная, да, то есть там у нас была проектировочная, здесь прикладная, значит, лаборатория. Так, ну здесь вот самое интересное, более-менее вы видите здесь современное. Значит, рассказываю, что это за лаборатория. Она у нас двойного назначения. Можете пройти поближе. Это на 3D принтере сделано. Да, значит, у нас по левую руку от меня это у нас тоже часть той проектировочной, которая связана с нашим компьютерным классом. То есть там ребята моделируют, здесь имеют возможность все, что моделировать, распечатывать на 3D принтере. По правую руку от меня здесь часть диагностическая. То есть оборудование, как мы все знаем, да, склонно ломаться, там могут образовываться, значит, коррозия, трещины, и, как правило, все, что там образовывается, оно не видно человеческому глазу. Нужно это как-то обнаруживать, да. И вот этому мы тоже немножко обучаем вот здесь на столе так называемые дефектоскопы. То есть это, значит, такие приборы, которые позволяют с помощью специальных всевозможных датчиков, да, ультразвуковых, магнитных, обнаружить прям внутри, вот здесь вот образцы есть, то есть прям в стали, обнаружить, значит, по отклику там, значит, этого сигнала, например, если это ультразвук, то есть по отражению ультразвука, например, внутри, там где-то внутри мы ее не видим, трещина. С помощью таких вот приборов можно обнаружить, что она там есть. Можно, значит, спрогнозировать, какая у нее длина, там, ширина и так далее. Можно померить твердость металла, можно померить толщину металла, можно, значит, померить химический состав стали, то есть вот таким вот портативным прибором, то есть прям сказать, сколько там, значит, хрома, сколько там никеля, сколько еще чего. И есть еще такой стационарный. Это, значит, для этого нужно готовить образцы специальные, то есть это более точный,
Ну, соответственно, нужно вырезать образцы. С помощью этого можно пойти прям непосредственно к оборудованию, зачистить как следует там и узнать. Ну, тепловизор, там, понятно, да, тепловые поля. Ну и вот ультразвуковой дифтоскоп отечественный. Вот. Все, в принципе, здесь, ну, почти все Сейчас отечественное. вот на пластиковые у меня, для пластиковых тоже есть? Для пластиковых тоже, Свои. только там своеобразные настройки. То есть, в принципе, ультразвук, То есть ультразвуковая волна проходит. Этим же прибором можно? Да, да. Ну, единственное, что магнитные методы к ним не работают, да, то есть, а ультразвук вполне себе проходит. На изгибах, но... Да, да, да. Вот. С ума сойти. Собственно говоря, вот это все у нас. Ну, мы не делаем из них дефектоскопистов, но азы мы даем, да, то есть мы даем представление, что это за. То есть каждый один семестр в бакалавриате, один семестр в магистратуре. В магистратуре более углубленно. Вот, у нас есть бакалавриат, магистратура, аспирантура. Вот, соответственно, ну вот можете, да, вот посмотреть. 3D-принтеры учебные, но в принципе на них можно печатать одобрение. Тоже в центре будет разрабатываться. Нет, это будет при кафедре. Но оно ориентировано будет, естественно, да. Да, конечно, надо. Как Это не из надо? специального пластика, то есть это пластик, Ну, я который университет, поддается да. изгибу и при этом не Возьмите ломается. Да. зелененькую. Ну, Вот сильно не зелененькую переусердствуйте. В принципе, если Да, да. приложить усилия, можно и сломать. Ну, в общем-то, зачем тебе оно? пластик называется флекс, Возьмем. то есть гибкий. Надо. Вот там вот зеленая катушка сзади у меня, это вот там именно. еще такая маленькая. И красная такая. Шестеренка? Или что, змейка? Не. Маленькая. То есть определенный вид пластика, да, то есть... Да, вот пластики разные. То есть вот здесь вот 3 катушки ПЛА, так называемый пластик, он экологически безопасный. Ухтинский государственный технический университет, ПМГ-2, 97. Ухтинский государственный технический университет, Ли-1-2, 99.